15 марта 1992 года была принята Конституция Чеченской Республики. Конституция же Российской Федерации была принята только в 1993 году, и то с нарушением собственного законодательства. В нее в составе Федерации была включена и Чечения, и президент Российской Федерации через год бросил армию на соседнюю страну, ни де-факто, ни де-юре, не входившую до этого в правовое поле Конституции Российской Федерации. Я, наверное, не сильно ошибусь, если скажу, что точно таким же росчерком можно было внести в поправку к Конституции Аляску, Монголию и Болгарию, и найти этому сотни оправданий и подтверждений правоты для народа. Потом посадить боеспособную часть этого народа в танки и бросить завоевывать эти территории. А что? Дело святое, защита территориальной целостности. Пояснить это я попросила историка, политика и правозащитника из Российской Федерации Станислава Дмитриевского. Вам вопрос, Станислав. Прошла ли именно тогда Россия точку невозврата и своей идеологией сделала возрождение империи? Была ли возможность избежать этой страшной войны? И насколько признана была независимость Чеченской Республики Ичкерия самой Российской Федерацией? Вопрос непростой. Возникает проблема, в каком смысле мы говорим о легитимности. Можно говорить о легитимности очень просто, как о формальной законности создания того или иного государственного образования с точки зрения права той страны, от которой это государство отделяется. Это один модус. Второй модус – это международно-правовой. Насколько международному праву соответствовало возникновение такого государства. Ну и третий вопрос – это легитимность. Третий модус – это легитимность в самом глобальном смысле этого слова. Насколько создание такого государства соответствовало фундаментальным нормам человеческого права и человеческой морали в целом. Ну, наверное, проще всего начать с самой формальной стороны, насколько отделение, сецессия Чеченской Республики была законна с точки зрения права тогдашнего Советского Союза. Тут сразу же хочется вообще оговориться и сказать о неком дефиците, что ли, права, о неком, если не правовом вакууме, то достаточно сложной ситуации. Ведь легитимность создания самого Советского Союза под большим вопросом. Советский Союз возник в качестве государственного переворота, насильственного захвата власти большевиками. Далее Советский Союз в строгом смысле этого слова никогда не являлся правовым государством, как им, к сожалению, несмотря на все декларации, до сих пор не является современной Россией. И тем не менее, в конце 80-х годов, в ходе перестройки, была попытка ввести отношения, которые существовали тогда в стране, в некое правовое русло, поэтому все-таки мы можем говорить о определенных правовых основаниях и последствиях. Давайте вспомним, с чего началось провозглашение независимости Чеченской Республики. Началось оно с того, что 27 ноября 1990 года Верховный Совет Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики провозгласил Декларацию о государственном суверенитете. Верховный Совет был действующим, легитимным с точки зрения того момента государственным органом. Насколько с точки зрения законодательства он имел право заявлять о своей независимости? Дело в том, что 3 апреля 1990 года был принят закон Союза Советских Социалистических Республик о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР. И там существовала норма, выраженная в статье 2 этого закона, где говорилось: за народами автономных республик и автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение в вопросе о пребывании в Союзе СССР или входящей в Союзной Республике,
а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе. Ну, таким образом мы видим, что провозглашение независимости, принятие декларации о независимости Чечено-Ингушской республикой полностью соответствовал тогдашнему законодательству о статусе автономных республик. Конечно, другое дело, что события, которые последовали за путчем 1991 года, легитимность прошедших затем уже в самой Чечне, которая отделилась от Ингушетии, Чечня и Ингушетия, не были, пошли по разным путям. Ингушский народ заявил о том, что он хочет оставаться в составе Российской Федерации и реализовывать свой суверенитет в составе России. Чечня пошла по другому пути, по пути формирования органов власти, которые затем высказывались против такого вхождения. Можно поставить вопрос о соблюдении демократических процедур во время выборов этих чеченских органов власти. Но представляется, что это вопрос уже не столько российского правового поля, сколько чечено-ингушского правового поля, вопрос взаимоотношений между этими двумя народами. Тем не менее, можно согласиться с тем, что эти процедуры были далеко не идеальными. Как вообще было все далеко не идеально в тот период распада Советской империи. Тем не менее, я бы хотел сказать, что очень ясный свет на статус Чеченской Республики Ичкерия проливают даже не события, документы законодательства 90-91 годов, те документы, которые были подписаны по итогам первого вооруженного конфликта между Чечней и Россией в 1996-1997 годах. Ну, во-первых, это совместное заявление от 31 августа 1996 года, подписанное российской и чеченской стороной, где говорится о том, что стороны обязуются действовать, исходя из общепризнанного права народов на самоопределение. Это очень сильная формулировка, но еще более сильные формулировки мы находим в последующих договоренностях. Это принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой, опубликованные 3 сентября 1996 года и подписанные 31 августа, как приложение к совместному заявлению. Сама постановка вопроса между Российской Федерацией и Чеченской Республикой говорит о том, что Российская Федерация признает Чеченскую Республику в качестве самостоятельного субъекта права, не в качестве некой своей части, а в качестве стороны переговоров и стороны, с которой заключается договоренность. Первый пункт. Соглашение об основах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой, определяемых в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, должно быть достигнуто до 31 декабря 2001 года. Здесь не говорится о российском законодательстве, здесь не говорится обо всех тех вопросах, о которых я рассуждал раньше. А совершенно четко стороны, подписавшие соглашение, говорят о том, что взаимоотношения будут регулироваться только международным правом. Дальше пункт 3. Законодательство Чеченской Республики основывается на соблюдении прав человека и гражданина, праве народов на самоопределение. Опять ссылка только на международно-правовую норму, говорящую о праве на сецессию, на выход, на создание собственного государства. Никаких ссылок на российское законодательство здесь нет. Ну и, наверное, самый фундаментальный документ – это договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия, который был заключен в Москве 12 мая 1997 года и подписан президентом Российской Федерации Борисом Ельциным и президентом Чеченской Республики Ичкерия Асланом Масхадовым. Этот договор имеет все признаки международного договора. Договор о мире. Договор о мире не подписывается между федерацией и субъектом федерации. Это нонсенс. Далее, первые же формулировки договора. Высокие договаривающиеся стороны. Это опять-таки формулировка международно-правовая. Высокими договаривающимися сторонами не может быть государство и его субъект, его провинция, его территория.
в такой терминологии заключаются только международные договора, и стороны здесь выступают как равноправные, равные, это видно из всего текста договоренности. А вот дальше, стремясь установить прочные, равноправные, взаимовыгодные отношения, договорились, и дальше пишется, о чем они договорились, и опять строить свои отношения в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. Опять никаких ссылок на внутреннее законодательство России, на внутреннее законодательство Чеченской Республики Ичкерия. Мы видим, что здесь только международно-правовые нормы. Далее заключается еще соглашение между Чеченской Республикой Ичкерия и Российской Федерацией. Это соглашение между правительством Российской Федерации и правительством ЧРИ, подписанное Черномырдиным и Масхадовым. Здесь опять идет ссылка на предыдущий договор о мире и принципах взаимоотношений. Предполагается, что будет условием для заключения полномасштабного договора между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. Говорится о министерствах и ведомствах Российской Федерации и ЧРИ, которые должны заключить конкретные соглашения, опять же, не на основе внутреннего законодательства. Основой дальнейших отношений называются соответствующие указы президента Российской Федерации, президента Чеченской Республики Ичкерия. Я обращаю внимание, что оба документа были опубликованы, как это и требуется для нормативно-правового акта, в российской газете. И, что самое интересное, эти документы до сих пор не отменены, не денонсированы, несмотря на то, что, в общем, в последующем они были растоптаны, забытые российской стороной. Тем не менее, эти документы не отменены. И, как мы видим, данные документы целиком и полностью признают, как минимум де-факто, независимость Чеченской Республики. Россия согласна с этой независимостью. Она готова строить свои отношения с этим образованием на основе принципов международного права, и она готова находить, была готова в тот момент находить принципы, какие-то правила взаимоотношений, сосуществования с этим образованием. Мы видим, что по сути этот документ является признанием фактической независимости Чечни. И таким образом мы можем говорить, что с точки зрения формальной легитимности возникновение Чеченской Республики легитимно, так как оно было, соответствовало тем основным нормам права на отделение, которые были закреплены в советском законодательстве. И это образование впоследствии было признано договором Российской Федерации, который имеет все признаки международно-правового договора. Что касается международного права, то, наверное, это самый сложный вопрос. В международном праве очень вот эта вот сфера, которая касается права на самоопределение народов, она очень размытая. С одной стороны, это право закреплено в огромном количестве международно-правовых документов, начиная с Пакта о гражданских и политических правах, в первой же статье, в Пакте о социально-экономических правах. С другой стороны, это право носит в основном декларативный характер, и оно приходит в очень серьезное противоречие с принципом нерушимости границ. И поэтому это вопрос баланса между этими двумя принципами. Однако мы практически не имеем в международном праве, почти не имеем прецедентов. Мы имеем только решение Международного суда по Косово, однако сам суд говорит о том, что данное решение не должно быть рассмотрено в качестве прецедента. По большому счету мы можем говорить о том, что создание Чеченской Республики Ичкерия не противоречило тем фундаментальным принципам, которые заложены в международном праве. Конечно, полная легитимность с точки зрения международного права
подразумевает волю международного сообщества, выраженную в признании этого государства. Такого признания не было. Однако до сих пор существует довольно много непризнанных территорий, которые постепенно обретают это признание. Вспомним, что ведь и Советский Союз, возникший в результате государственного переворота, был признан далеко не сразу и далеко не всем международным сообществом. Были ли у Чеченской Республики Ичкерия шансы получить такое признание? Да, безусловно, были, и я бы сказал, что первый шаг в этом направлении был сделан. Я имею в виду состоявшиеся 27 января 1997 года выборы президента Чеченской Республики Ичкерия. Эти выборы, согласие, опять же, Российской Федерации, то есть страны, от которой произошло отделение, проходили под международным контролем, в частности, под контролем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Эти выборы проходили при широком участии международных наблюдателей. Эти выборы были признаны государствами, членами международного сообщества, прошедшими в соответствии с международными стандартами. И, кстати, этим положением снимается вопрос к легитимности первых выборов президента, к легитимности выборов Джохара Дудаева. По крайней мере, на 27 января 1997 года Чеченская Республика Ичкерия обладала легитимными органами государственной власти, признанными международным сообществом и признанными Российской Федерацией, которая направила, как известно, свои поздравления вновь избранному президенту и заключила в дальнейшем с ним договор о мире. Ну и, наконец, последний аспект, это в общем плане такой фундаментальный аспект о легитимности, как о моральном праве. Вообще существует, конечно, очень много взглядов, доктрин, касающихся права на самоопределение. Я в данном случае отталкиваюсь от доктрины Алена Бьюкинена, вот я ее очень люблю, эту книгу, «Сецессия», который руководствуется очень взвешенным подходом. Он говорит о том, что моя цель – развить моральную теорию отделения, а не создать трактат о статусе сецессии в современном международном праве. И дальше он формулирует, что такое право на отделение. Сказать, что данная группа имеет право на отделение, означает утверждение, что для нее морально оправданно в одностороннем порядке, без разрешения государства, от которого она отделяется, и без использования конституционного права на отделение, создать собственное независимое государство. И теория об отделении, которую он развивает, утверждает, что группа имеет право на неконституционную одностороннюю сецессию только тогда, когда ее самые основные права последовательно нарушались, и когда создание независимого государства становится последним средством для того, чтобы положить конец этим несправедливостям. Ну, мы уже выше показали, что формально отделение Чеченской Республики от Российской Федерации вообще нельзя признать в полном смысле слова вот такой вот сецессии. Мы видели, что существовал договор, который признавал это отделение, что прошли выборы органов власти, признанные стороной, от которой отделились и признанные международным сообществом. Тем не менее, все-таки рассмотрим вопрос вот этот вот моральный. Если посмотреть на историю чеченского народа, ну, как минимум с конца XVIII века, то мы можем установить несколько непреложных фактов. Во-первых, что Чечня была включена в состав Российской империи в результате длительной кровопролитной завоевательной войны, которая в истории известна под названием Кавказской войны. О дате ее начала мы можем спорить, можно идти от шейха Мансура от конца XVIII века, можно называть ряд дат в XIX веке. Война эта закончилась в 1859 году пленением имама Шамиля и уничтожением государства горцев Чечни и Дагестана, имамата. То есть, конечно, мы не можем говорить о добровольном вхождении Чечни в состав Российской империи. Это завоевание,
собственно, никто не опровергает. Это завоевание можно охарактеризовать как колониальное. Российская империя устанавливает здесь свою администрацию. Права местного населения были существенным образом ограничены. Мы знаем о депортациях значительной части населения в Турции. Мы знаем о многочисленных восстаниях, которые сотрясали Чечню под российским владычеством. Следующее, кстати, можно сказать, что эти восстания, в общем, всегда возникали в ответ на нарушение Российской империи тех гарантий автономии, которые давались. То же самое мы видим в советской истории. Горская республика, в составе которой находилась Чечня на период после Октябрьского переворота, добровольно входит в состав Союза СССР, добровольно входит в состав Российской Федеративной Республики на правах широкой автономии. Однако эти обещания, данные советским правительством, нарушаются постоянно, и мы опять видим ту же цепь восстаний, подавления восстаний, которые сопровождаются широкомасштабными боевыми действиями с применением артиллерии, авиации. Эти восстания проходят вплоть до начала 40-х годов, вплоть до начала Второй мировой и Великой Отечественной войны. И далее, в 1944 году, мы видим акт депортации сталинским режимом всего чеченского народа со своей исторической земли. Акт, который мы можем характеризовать как геноцид. В ходе этой насильственной депортации очень значительная часть населения была уничтожена. Это огромные цифры. И только после смерти Сталина чеченцы смогли вернуться на свою историческую родину. Однако их права не были в полной степени восстановлены вплоть до конца советской истории, вплоть до распада Советского Союза. Можно говорить, что с середины 20-х годов и вплоть до 90-го года чечено-ингушскую автономию возглавляли не чеченцы, не ингуши. Были серьезно попраны права на образование на национальном языке. И, по сути дела, мы, хоть и в более мягкой форме, имеем в позднесоветский период все равно дело с неким видом колониального господства. Далее, в результате трагических событий, в результате цепи ошибок и преступлений, как пишет правозащитный центр «Мемориал», называя свою книгу, происходит кровопролитный конфликт, вооруженная война, унесшая как минимум десятки тысяч представителей гражданского населения. К 1996 году инфраструктура республики чеченской разрушена, огромные жертвы. Я думаю, что в свете вот этой вот моральной теории сецессии, как последнего средства провозглашения Чеченской Республики, Ичкерия имела все основания, все моральные основания, все основания правовые, если право рассматривать как выражение человеческой морали. Это действительно было последним средством самозащиты. Последующие истории, последующие события, трагические, еще более, наверное, трагические, показывают нам, что представителям чеченского народа было чего опасаться. Второй конфликт, унесший еще большее количество жертв. Массовые убийства, зачистки, так называемые. Насильственное исчезновение тысяч людей. Вот что принесла попытка Российской Федерации восстановить свой суверенитет над этой территорией. Я не хочу сейчас касаться вопроса вины и ответственности за возобновление вооруженного конфликта. Это сложный вопрос. Но как бы то ни было, итогом восстановления, силового восстановления России суверенитета над Чечней стали огромные человеческие жертвы. Стала такая рана, которая до сих пор не может быть, ее никто не может уврачевать. Все эти преступления остались безнаказанными. По самой оптимистичной статистике, не более 1%
преступлений против гражданского населения Чеченской Республики было раскрыто. Это очень оптимистичная статистика. Практически мы знаем только единицы приговоров. Подавляющее большинство исполнителей преступлений, все организаторы военных преступлений, несудебных казней, пыток, исчезновений остались безнаказанными.